Мигрантам в России могут отменить разрешение на временное проживание. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что теперь делать мигрантам. Уважаемые зрители, если вы ждали знак свыше, чтобы изменить свою жизнь, то вот он. Многие из вас писали нам по поводу того, как можно повысить свой доход путем перехода на работу в интернете для мигрантов с полного нуля. Мы нашли, как помочь огромному количеству мигрантов, то есть нашли, как можем помочь вам найти себя и зарабатывать достойные деньги. Для того, чтобы попробовать себя в работе онлайн, при этом ничем не рискуя и не уходя с текущей работы, оставьте свои данные по Google форме ниже под видео, и мы с вами свяжемся. Помощь от мигранта для мигрантов. Мой опыт уже более 10 лет заработка в интернете. Попробуйте, только вы можете повернуть свою жизнь в лучшую сторону. Мы предлагаем вам консультацию, которая абсолютно бесплатная. Работа подходит для любого человека, любого возраста и пола. Единственное условие – это иметь ноутбук или смартфон. И самое главное – желание развиваться и зарабатывать. Переходите по ссылке ниже. После мы созвонимся по скайпу или другому мессенджеру, и я вам помогу увеличить ваш заработок. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. В России могут отменить выдачу разрешений на временное проживание иностранным гражданам. Соответствующие изменения подготовили сотрудники Министерства внутренних дел Российской Федерации. Они предложили установить в России 3 миграционных режима пребывания: краткосрочное – не более 90 дней в течение года, долгосрочное – более 90 дней в течение года без получения разрешения на постоянное проживание, и постоянное проживание бессрочно. Потому что это все пойдет на пользу России, это никак не приведет к каким-то отрицательным результатам и с точки зрения социальной ситуации в России, ну и, конечно, позволяет решать ряд экономических и все это связано, понятно, с решением сложных демографических проблем, которые стоят перед Россией. Иностранные граждане, у которых есть разрешение, смогут изменить цель пребывания в стране без выезда за ее пределы. Согласно законопроекту, в Российской Федерации может появиться реестр недобросовестных приглашающих лиц, как физических, так и юридических. Кроме этого, будут по-новому регулировать трудовую миграцию. МВД предложило контролировать деятельность граждан других государств с помощью реестра иностранных работников и электронного реестра работодателей. Как вы относитесь к таким изменениям? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Сенатор напомнил, сейчас дефицит рабочей силы в России около 5 миллионов человек, и чтобы эти люди приехали в нашу страну работать, нужно создать для них определенные льготные условия. Напомним, что в марте 2020-го президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реформе миграционного законодательства. Изменением существующих правил занимаются правительства МВД, МИД, ФСБ и Минюст совместно с администрацией главы государства. Основой нового законодательства послужат документы, подготовленные рабочей группой по реализации концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы. Причинами реформирования существующих правил стали их недостаточная ясность и необходимая унификация. Как вы думаете, с какими проблемами теперь столкнутся мигранты с введением нового законодательства? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!